Nërteken ihsanadi ylzërtok dar forsturin që nduni medikamentozu niftungot, atë probleme ju bunajnau. Hoste cuhsinadi jaffe kut stacionarurin që taftal gotën kategorin bestektader. Caj midagi so husak, atë forsta një krojstaud bestunzop, ama bunaj buma probleme kene karster. Rëstamanizu az zazare që ba haudun, natë më diskene kam dar që darja khasta avzare khast kanewey. Tëgst adam sakhie barën cali instancitem, agurens ahusak darama akhwaster. Parlament atë forsta fadl armeska khattel fest qastet tanais falarinchen të masahiwet të kurt Zagunda tagurgana nechioti kananoce problemel. Qawien karunës kanën cos taxtar u jos xëzdar. Parlamenti deputati kurt parlamenti serdar tatalon saqlavda atsbun të ödestërin qëndune. Fimbeldes të duhtër time ma medicinun center kuqtarju akadime. Fimbel të khaja distace sfira e minister toqi të gjurgider. Iunak force caman të xën cadam kadema ананзинат qaqan администрат патсахада энаку старт науэт. Очень большое число возмущенных жителей нашей республики, которые обращаются в парламент. Обращаются непосредственно ко мне, обращаются до всех депутатов парламента в плане того, что они вынуждены закупать вплоть до физраствора, вплоть до бинтов, вплоть до масок. Они сами, все больные, вынуждены на сегодняшний день закупать это все на свои средства. А мы с вами знаем, что народ Южной Осетии не все могут себе позволить закупать те лекарства, которые им необходимы, когда они болеют. И вот последний год, у нас уже более полугода, вот эта тенденция продолжается нехватка по всем направлениям, не только по лекарственным средствам, но и по перевязочным материалам. И очень большое, еще раз повторюсь, недовольство со стороны населения республики. В прошлом году мы 2 раза вносили поправки в бюджет республики по увеличению бюджета Министерства здравоохранения. С учетом вот этих изменений в бюджет, с учетом таких денег, ситуация не поменялась. Мы бы хотели сегодня услышать, на что расходуются эти денежные средства, почему люди недовольны на сегодняшний день именно работой нашей больницы Министерства здравоохранения. И почему у нас месяц за месяцем, год за годом становится все хуже и хуже, тогда как на здравоохранение выделяются денег намного больше и больше. Мы не можем не реагировать, потому что мы являемся депутатами, прямыми проводниками воли народа, тех, кто нас избирал, и тех, кто нас не избирал тоже, что касается нашей, в данном случае, фракции «Единая Осетия». Есть поручение разобраться в этой ситуации, потому что она уже безобразная ситуация. И далеко зачем ходить? Вот сейчас мы сюда всей, так скажем, извиняюсь за грубость, толпой поднялись, не найдя нигде внизу элементарно бахилы. Ну нету нигде такого в мире, что без бахилы. Я до этого поднялся в операционный блок, вынужден был подняться в обуви снаружи, который ходил снаружи. Ну, это факты нарушения, вопиющие, они есть, существуют. Недавно сам попал с небольшой проблемой сюда в больницу. Я все-таки, как бы сказать, совершенно никакого особого значения себе не придаю, но у меня здесь и знакомые, и близкие, и вообще, как-то меня немножко знают. И мне тоже сказали, что, извини, тебе как срочно нужно сделать анализ, но реактивов нету. Я был поражен, честно сказать. То есть меня не могут. Потом мне нужно было сделать очень извиняюсь промывание, синуситы не было там. Девочки мне говорят, вот неужели ты думаешь, что мы тебе эту ампулу одну пожалеем? Ну, пошел купил. Не страшно. Не страшно. Одну ампулу купить не страшно. Другое дело, что сталкиваются с такими расходами, которые непосильны для многих жителей нашей республики. И все это длится и длится, это не заканчивается. Нету такой страшной инфляции рубля, что мы сказали, что препараты, которые мы закупаем, они в 10 раз стали дороже. Неправда. Нету у нас, к большому сожалению, прироста населения такого, чтобы мы сказали, что не хватает лекарств. Значит, сколько мы отправляли на лечение, сколько же мы и отправляем. То есть в этом плане тоже никакой особой нагрузки не пошло. Ну и что, у нас уважаемые, многоуважаемые мной врачи, я очень уважаю эту профессию, у меня самого в семье были врачи и так далее. Но так продолжаться не может. Мы к вам пришли почему? Я знаю, что многие из вас хотели идти, там, донести до нас, где-то пожаловаться, где-то сообщить о ситуации. Никуда ходить не надо. Мы вот здесь мы пришли к вам. Мы пришли за своими деньгами. Мы вам выделили деньги. 575 миллионов только здравоохранению. И каждый раз я, депутат 3 созывов, поднимаю руку.
за то, чтобы вам было хорошо, за то, чтобы нашим больным хорошо. Мы слуги народа. И когда ко мне приходит беспомощный человек, и не только ко мне, и к нему, и к нему, и к этому, мы поднимаем деньги, вот и скажем, неужели не растут? Теперь послушайте, я просто к вам обращаюсь ко всем. Если вы сегодня недовольны кем-то, скажите, что у вас происходит, что вы хотите изменить, зарплату? А давайте тогда на образование не будем столько денег выделять, на здравоохранение столько зарплату мы будем получать, и тогда мы будем лечить. Или, может быть, сделаем больницу нашу такую же, как вот в соседних районах, платную. Может быть, так нас устраивает. Давайте в этой комиссии тоже это обсудим. Տոչիտը Գյորգի Կուդբանսան կուտաու մագասկա նա ռեսպուբլիկայի ռոզոմնոդը բոձրտ մագասկա դուոզմը ըրդագը բարձ ըրթա պրոցենտայու ալդար նիս խստստը խուրստարխտա կադմա վարասի ֆեդերացիան яхիմդակ խուստաս խստստովտ պրոցենտունգ զագասայրոգը խուսակտաստը ընդարտա. Позиция в отношении лекарственного обеспечения далеко не такая безоблачная, как кому-то может кажется. Приобрели, поставили, и все это без проблем. Поверьте мне, что как на этапе заказа, я имею в виду формирования заявки, так и на этапе реализации Министерство здравоохранения сталкивается с постоянными проблемами, связанными как с оформлением того количества финансовых средств, которые необходимы для обеспечения полноценного обеспечения заявки, так и работы с поставщиками, которые, к сожалению, вынуждены констатировать, не выполняют полностью на все 100% взятых на себя обязательств, из-за чего происходит постоянно, оформляются претензии в адрес поставщиков и вплоть до замены этих поставщиков. На смену тем, которые дискредитировали себя, приходят новые, и этот процесс, я не говорю о том, что в 100% случаев замены происходит, но этот процесс, что называется, постоянно мониторируется Министерством здравоохранения. К сожалению, на сегодняшний день вынужден констатировать, что у нас нет постоянных, надежных поставщиков, которые бы обеспечивали нас в должном объеме, так как это необходимо нам, по тем жестким условиям. Сразу же могу оговорить, если у кого-то есть в этом отношении предложение, мы готовы рассмотреть, потому что информация абсолютно открытая в отношении тех вопросов, которые связаны с поставками лекарственных препаратов, ценового мониторинга и условиях работы тех комиссий, которые формируют в конечном итоге окончательное решение по закупкам лекарственных препаратов. Общая сумма необходимых лекарственных препаратов составляет порядка 240 миллионов. Это при условии, мы точно так же, как и народные избранники, ратуем за здоровье наших людей, точно так же обеспокоены их проблемами и более того участвуем непосредственно в процессе лечения и наблюдения за этими пациентами. Но при всем при этом мы опять-таки сталкиваемся с определенными сложностями. Расчет на 240 миллионов с небольшим был сделан, исходя из потребностей на сегодняшний день структуры здравоохранения, лечебных учреждений, стационарного звена, льготной категории граждан, расходного материала реактивов и, кроме этого, еще дополнительных мероприятий, связанных с приобретением иммунобиологических препаратов, я имею в виду вакцинация, это тоже определенные расходы. Еще раз повторю, это та сумма, которая покрывает приобретение, в том числе и оригинальных препаратов, по тем ценовым предложениям, которые у нас на сегодняшний день есть. И, кстати, я здесь полностью поддерживаю Петра Леонидовича. Благодаря политике, проводимой нами, мы не отмечаем существенного увеличения стоимости препаратов. Դեկագո խուսակ տոչիտը Գյորգի բանմատով զորինչ դբարսկայ ֆաֆիլդար զագավդուն ստել գուտ են կատեգորի կացտել վարտ սայրոգ акцент. За счет чего происходит увеличение средств, которые мы нуждаемся для того, чтобы это приобрести? Прежде всего, за счет появления тяжелых пациентов. И здесь частные примеры, которые, в том числе и те, которые были рассмотрены сейчас, они
да, безусловно, играют очень важную роль в жизни каждого человека, но мы сейчас говорим даже не о частности, мы говорим о создании системы, которая могла бы обеспечить этих людей всем необходимым. Значит, по нашей ситуации, имея лимит, который изначально недостаточен, нам приходится изыскивать возможности для того, чтобы обеспечить и льготную категорию, и стационарное звено, обеспечить проведение всех мероприятий, связанных с закупкой вакцин целиком на год, предусмотреть жизненно необходимые препараты для группы пациентов, проходящих процедуру гемодиализа, в том числе и расходными материалами обеспечить отделение, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И в целом я очень как раз-таки настроен на то, что нам удастся разобраться в этой ситуации и прийти к определенным выводам, исходя из заинтересованности представителей парламента, поставить точку в этом сложном, проблемном, скажем так, направлении в отношении того, что касается истин. Ministri ինֆորմացիա այստացախ կարանրոz զինատ parlamentă Serdar Tatatalanır degay nertaka xusu çuxsinada xusagan texstovarechis ve donıq sanıstel gotaun категории ренчентадар ММОад ахусак тацаймидagi сахка. На сегодняшний день мы говорим, что большая часть, 60-70% средств, которые выделяются Министерству здравоохранения, уходит на льготную категорию больных. Но мы сегодня знаем, что и льготная категория больных сегодня нуждается в тех препаратах. Те же больные с сахарным диабетом, у них же нету ни тестов, нету ни лекарств, которые государство должно выдавать. И сегодня говорит так, что льготная категория граждан обеспечена всем, и поэтому у нас в больнице нету элементарно бахил и перевязочного материала. Это, я не думаю, что это правильно. Это первое. И второе. Вы говорили, что вас подводят поставщики. Я тоже некоторое время назад был руководителем организации, министерства, и в начале года ставил поручения и своим заместителям, и начальникам отделов, кто за какое направление отвечает. И если человек отвечает за направление приобретения лекарств, и 1 год или полгода не выполнил свои обязательства, вовремя не доставил лекарства, это не имеет значения, с кем он договора подписывает. Он должен быть уверен, какое наказание на сегодняшний день понес этот человек, который отвечает в Министерстве здравоохранения за закупку этих лекарственных препаратов. Который отвечает и за того поставщика, что он добросовестно поставит в срок все, что ему заказали. Мы же не первый год здесь работаем. Но почему-то в последние 2 года вот эта тенденция у нас есть. Раньше не было такого. Такого кризиса, такого ажиотажа вокруг Минздрава никогда не было. Почему-то хватало тех денег, которые выделялись и на льготную категорию больных, и на больных, которые проходят лечение в стенах данной больницы. Я уверен в том, что вот 240 с чем-то миллионов сейчас было озвучено, что если на этот год эти 240 миллионов мы внесем в бюджет Министерства здравоохранения, все равно этих денег будет не хватать. Это я в этом не только уверен, я в этом убежден. Сколько бы денег мы в Минздрав не вкладывали, их постоянно будет не хватать. Да, мы учитываем и то, что на сегодняшний день, конечно же, намного возросло количество тех больных, которые мы считаем льготной категорией больных. Это онкология, это сахарный диабет, это и, наверное, сердечно-сосудистые заболевания, все это. Это увеличивается, но вместе с тем же не на маленькие суммы увеличивается бюджет Министерства здравоохранения. Я бы хотел просто для себя пояснить, вот если человек есть в Министерстве здравоохранения, который отвечает за закупку этих лекарств, а мы только в декабре выделили в парламент 12 миллионов рублей, для того, чтобы в январе снять вот эту напряженность. Однако же напряженность не снята, она наоборот увеличивается. Почему этот человек на сегодняшний день не несет никакой ответственности? Что вовремя не составил договора, не нашел поставщиков.
Да, сейчас, конечно, легко говорить, что там поставщик подвел. Но сколько раз может поставщик подводить? Один раз подвел, значит, его надо заменять. И сделать нормального поставщика, который будет обеспечивать всем необходимым вовремя и срок, как можно сказать. Да? Но однако же мы видим, что все идет своим чередом, никто никакого наказания не носит на данный момент в Министерстве здравоохранения. Те люди, которые работают с поставщиками, которые министерство в целом подводит. Вот эти поставщики, я слышал, что подводят именно с поставкой лекарств. Но с этими поставщиками же наши сотрудники Министерства здравоохранения работают. В течение 2 лет же можно было найти, выбрать одного нормального поставщика или 2, и проблема, я думаю, была бы снята. Մեդիցինոն քուշտը կուստորմոս դախտերցետ խսանոդմը արա խոսը ծուխցինոդո խոսա կայբատտենց կոռուպցիոն սիստեմայի մետարոցեվադս դախանը. Ведь сейчас ни для кого из вас здесь не секрет, что абсолютно укоренилось в нашем народе мнение о том, что существуют коррупционные схемы, где вот, в которых участвуют вот эти лекарственные средства или средства для закупки этих лекарственных средств, я не знаю. Существует абсолютно убежденное мнение, уже у нас сформировавшееся, что существует некий сговор между больницей и частными лабораториями для того, чтобы туда посылать людей и так дальше, и так дальше, и так дальше. Это есть, это... Но меня не это беспокоит, это, конечно, очень беспокоит. Я вам говорю, Вы поймите, это не наше мнение. Мы знаем, что это не так. Абсолютно не наше. Мы знаем, что, но вы больше общаетесь с людьми, и они вам тоже это скажут. Я больше скажу, я знаю, что Георгий Борисович бумагу направлял, насколько я знаю, в правительство, президенту, в прокуратуру, с тем, чтобы проверили, есть существуют ли такие коррупционные схемы. Но сейчас не об этом. Я об этом, о том, что благодаря, точнее, из-за того, что такая сложилась ситуация, она сложилась не сейчас, не вчера, уже пару лет, как я помню, уже начали обращаться люди. Ведь негатив-то идет туда. Негатив идет, как и везде во всем мире, идет на высшее руководство нашей страны. Это факт. Это факт. И я еще раз говорю, я сегодня, сейчас отсюда с вами мы поговорим, и пойдем, и к нам опять избиратели начнут. Мне нужно дать им четкий ответ. Кто виноват в сложившейся ситуации? Я его не вижу, этого ответа, и не во мне дело. Да Бог со мной, в конце концов, ладно, я как-то это все пережил. Мне интересно все-таки, что людям сказать. Մեդիցինոն ցենտր կուխտորյակana կուկույտը մոյրկուտ բոնսանկուտը ումագասկաներտակա ստացիոնար избира մագուրդարովերը կադմանին բաստակտա մեդիցինը խոսում мингайтերոցանցուат. Лекарственное обеспечение я могу отвечать с момента, когда лекарства приходят в аптеку и далее расходятся по стационару. У нас есть отчетность по каждому препарату, мы можем отчитаться, особенно по дорогостоящим препаратам, которые у нас есть. Четко, значит, что вы знали, как расходуются наши лекарства. Есть требования с отделений. Требования пишутся в виде дубликата. Дубликат один остается в аптеке, второй в отделении. Под роспись. Причем расписывается заместитель директора Юрьева Елена Гавриловна. А препараты, которые дорогостоящие, отпускаются только по разрешению или директора, или главного врача. Дорогостоящие препараты. Это дорогие антибиотики, дорогие онкологические средства и тому подобное. Пусть никто не думает, что вот строго отпускаются. И это я говорю за препараты, которые поступили с губ аптеки до нашей аптеки, которые распределяются по всему стационару. По обеспечению. Ну, бывают, конечно, да все знают, все мы это знаем. То одно, то второе, то третье, да, что-то периодически не бывает. Что-то появляется потом. Но сказать, что в достатке все бывает, я не скажу. Но сказать, что чего-то тоже постоянно нет, ну, этого тоже не бывает. Периодически, но постоянно чего-то не хватает. Чего-то докупается, приводится. Стационар получает меньше денег, чем годная категория граждан. Стационар, где в год пролечено около 10 тысяч человек. Из 50 тысяч населения Республики Южная Осетия. 10 тысяч человек прошло через больницу. Представляете, да, за 5 лет проходит почти вся республика через стационар. Я не говорю сейчас про поликлинику, только больница.
Խիցան պրոբլեմը մեդիկամենտը կայ իվդավ ընգաս կոպիտայ ոմա ջեներիկտայ կացտան սապայդայ պրոցենտ իզն նխմաու բիրանը լագդար զագաուի արաստ սավ экономии несонан. Недавно информация, я думал, что это не совсем правда, но она подтвердилась, что оказывается те лекарства, которые мы льготникам выдаем, самого разнопланового характера, они сейчас собираются заменяться дженерикой. Я в 1800 раз меньше вас специалист в вашей области, разумеется, но я думаю, что вы мне подтвердите, все, что дженерики подходят далеко не все, и далеко даже не 50%. И риск от использования дженерика, он очень большой. Это я правда говорю, или я придумываю, что это будет? То есть мало того, что у нас элементарного нету в больнице, так мы теперь еще и льготные лекарства заменяем. Разговор идет о дженерике. Допустим, в первый момент, да. Однозначно, конечно, что дженерики, они не работают так, как работают оригинальные препараты. Это однозначно. И есть исследования, показывающие о том, что КПД дженериков составляет около 30% от оригинальных препаратов. Я понимаю, что дженерики покупаются не от хорошей жизни, да? Но есть еще и другое. Мне часто звонят из отдела лекарственного обеспечения из Минздрава. На рынке нет препаратов оригинальных, приходится их заменять дженериками. Я еще раз говорю, я не адвокат, я просто знаю ситуацию. Это не значит, что да, все дженерики меняются только потому, что нет на рынке. Это одна ситуация. Теперь второе, о поставщиках. Однозначно надо искать поставщика, на которого можно положиться и с кем можно работать. Но в то же время, Георгий Федорович, была война. Мы стирали бинты, Виталий Денисович был ли, стирали салфетки, ни гной, ни вот их. Ну, чтобы во время, ну и тогда у нас не было такого, чтобы не определяли гемоглобин и так далее. Ну, это где-то какой-то идет, где-то вот внизу идет какой-то вот такой, не сбалансированный какой-то вот... Согласен, сбой существует, конечно. Бесконтрольная, когда не контролируют. Я сейчас не могу сказать, это Сергеевна бесконтрольно, потому что Я знаю, что это бесконтрольно. Я еще раз говорю, я не адвокат. Да, есть. И мы это видим. Իումյոգայ դուխտր դստրոզը խուստը ծուխցինոդիմը фалафелдар финансуна խուսագոտ սածուրինակ. У нас на той неделе прошла формулярная комиссия по лекарственному обеспечению. Я цифры скажу, потому что я была секретарем этой комиссии, протокол писала я. Я слышала это все не секрет. 42 миллиона первый квартал. Это бюджет называется, да? То, что выделено. 36 миллионов льготникам надо, товарищи. 37 миллионов стационару надо. Суммируйте и думайте. Во всем этом надо разобраться. Мы не знаем, почему поставщики обманывают. Мы не знаем, почему это все происходит. Потому мы и молчим. Мы не знаем. Предлагает министр, и правильно предлагает, создать комиссию, разобраться во всем. Естественно, в министерстве есть абсолютно все бумаги, подтверждающие или наоборот его слова. Вот надо создать комиссию, в этом разобраться, и потом нам тоже сказать о том, что было выявлено. Я еще раз повторяюсь, значит, Инесса Ильинична стала по формулярной комиссии, которая у нас состоялась на прошлой неделе. Мы это и до того понимали. И все-таки озвучивая цифры, если на первый квартал, когда мы подали все заявки из больницы, из льготной категории и так далее, уходит более 73, даже 74 миллиона. На онкологические препараты мы дополнительно в течение года подаем на дорогостоящие препараты. Извините, пожалуйста, один препарат стоит около 300 тысяч. 8 человек у нас было взято в этом году новых, значит, пациентов. Как нам с этим быть? Как нам уложиться в 42 миллиона, я лично не понимаю. Вот это я хотела бы все-таки, чтобы вы от нас услышали, если можно. Если можно что-то по-другому делать, давайте вместе посидим и сделаем вот это. Равно как вы не понимаете, так и мы не понимаем. Ну вот я вам объясняю, что нам нужно больше денег. Просто свое хочу впечатление сказать, обыкновенно, обывательское, непрофессионально. 5 миллионов не хватает, выделяем еще 5, опять не хватает, выезжаем еще 5, опять не хватает. А сколько еще, чтобы хватало? Если эта сумма озвучена...
Անանձնատყականոդը մինիստրիա ինֆորմացիեր դումտա պարլամենտուն կամիս ծամայ սպարակչնդау յումյոգա մինիստրադու ավակ ծուխսինատտան սարոթազանթա ացıfen թատտալան բանմոտա qavagıl фалакамис алкацы форсты бардзинот наройссан яхимазарга. Парламентская комиссия будет работать, конечно же. Парламентская комиссия свои заключения сделает по данной ситуации. Это пусть никто не сомневается, что будет итог работы этой комиссии. Но парламентская комиссия не должна брать на себя функции Министерства здравоохранения. В плане кадровых каких-то решений. Ну, не бездошелек. Его не был хоть хустак один белдиовта. Декогос се не бол хатто кудун белдиовта. От юодем могу комиссию. Никай интерес кене. Мохеттене. Тиячи свина интерес кене. Просто фикрлосто хусфинеллосто. Ви интерес кене болницонар бошти мензохту. Ашу мама физроспор болхан. Ашу мама йод болхан. Ашу мама марля болхан. Шдар болхан. Ави я интерес кене. Даре ниш интерес кене. Ме мохен то ису шодем. Кадуне боферсе. Их шоден нудис. Растек нудис мешен не бол хатто. Меня интересует, какие средства были на счету Министерства здравоохранения, когда мы им дополнительно выделяли 12 миллионов рублей. Не потраченные средства. У меня есть информация, что их было 15 миллионов. Qgagən tattatalanan fors naraystodzop. Nfsaverenis, ce parlamentun kamis arastert sa ministrade kushete khayadistay. Kay sparakuziste uvak problematan sakhusakta. Atse tema nermaach kadnau, naysan kurdamerzdachsan kamis arkhaydime iume. Սաուդիա դարաստա տրանսպորտը մերձուրես ուշտվադլ պարլամենտուն կոմիտետեր կոստավ դուե ոզգջի ֆորստման։ Կացտաստներթակը ակտուալունի ինվեստեկտեն։ Կոմիտետը կուստախայադիստա պարլամենտը սերդր տատատը ալանդար։ Կուզունամ նրֆունձմե ֆիլդար ռադիոմը կուշետան նալիս ֆադատ բնատուն ուլան իսնան։ Կոմիտետը սերդր ըլբուրտալան կուտբանուսան կուտոմակասկա կաստետա ցավիա դալբորվակ կոմիտետ մադար։ Իս ռեսպուբլիկա ռազամնադը խուստարդբեն։ Բաքուն դրցդ խասլավարտուտար ֆալածը իվեն զինոտնամոիս։ Было совещание всех заинтересованных лиц у президента, и насколько мы знаем, насколько мы информированы, было принято решение о закупке оборудования, чтобы наше радио функционировало как положено. Կոմիտետը կստմա խոնդրցը դստացը ֆորստը ֆեդել կոմպետենտուն ադայմակտա բասինադը կոմիտետը սարդար ջիգուլատ խասանը ինֆորմացիա բնդուրել նա ադամ ախորը դստսադա դուը ամ արտավլանել ֆալա ուիխ կադկանը գուրձիա գոլանայ թխչին պերիդաչիքսն կայլավիո խուսական բոքուն դավդ նուկ սարիբոր ուլան սադացը պորմաֆունց фала ул бнатун радио наразы каназарка. На сегодняшний день на 102,3 перешли в Грузию. Об этом мы информировали почти всех, и руководителя телевидения, и радио. Поэтому мы решили подобрать другую частоту. Более свободную частоту мы подобрали, это 104,5. Мы провели линии, проверили все. Но что-то телевидение на этой частоте не захотел работать, не знаю по какой причине, но не захотел. На сегодняшний день, если мы перейдем на 102,3, то там будет большая помеха. И поэтому у нас появились проблемы с вещанием радио. Պատսախադուն տելերադիոկամպանիի իր դիրեկտորը Խադիվակ Ցուրբատը Ալան Նոգուլան սադացը պարմաֆունձը ֆադել բանասան կուտեացախ կարպոզիցի. Частота 102,3 является брендом радио. Много лет это радио работает на 102,3, и у людей эмоционально они понимают, что 102,3 это палестинское радио. Радио ИР 102,3 это неразрывно связано, и поэтому резко переходить на другую частоту. То есть мы потеряем всех слушателей. Не потеряем, мы уже потеряли. Радио на 104,5 никто не слушает. Цамай պատսախադու ռադիո կուսոյա ռազդարը ռեժիմիլ ամայա ֆաստամա ախսыз գունay ռոյսուի ռադիոմա կուշտա ույթխայֆետ զագրադը դումդավ թխչնդար передатчик самолканен. Прежде всего надо этот 500-ваттный передатчик приобрести. Второе, по нашему мнению, этот передатчик надо поставить на волну 102,3 и посмотреть, как это все будет работать. И после этого уже думать, что же дальше. И мы поймем в парламенте, и президент тоже поймет, что вот все, что надо было, и вы сделали со своей стороны, и мы сделали. И будем думать дальше, если они будут перекрывать друг друга. Понимаете, если мы передатчик купим и на 104,5 поставим, это не удовлетворит
радио, потому что бренд есть, всю аудиторию обратно надо набирать. Как уже озвучили, через какое-то время они на эту волну тоже сядут. Опять вы будете предлагать 106,5, опять надо будет это не делать. Я думаю, 102,3 остановочка передачи. Это не страшно сделать. Мы покажем, как это все будет вещать. Только после этого мы можем какие-то, просто намерен такие передатчик дарнай, финансирование дарнай, договор дарнай, мы кережим баранжинат дарнай. Вот поэтому мы сегодня собрались, чтобы это со всех сторон обсудить и понять, кто же в этой ситуации и в каком месте не сдвигаясь с мертвой точки. Передатчика нету. Купите передатчик и поставьте его на 102,3. И после этого мы дальше будем думать, перекрывают, надо перекрывать или не надо перекрывать, или переходить на другую волну. И вот не сорос и не лжура. Хайвол сорос. Тем более зонен президент дал поручение профинансировать это направление. Фцаградуал передачика мауи фастаин форсата ацоқвадил хаствед яхирдеге парламенти сардар таттаты аландар. Շորմենը передатчиксы դարա, քաշը կուսո, անալվան կջուրովտը, քաշյան պոնիխոտը մոյ, հոտակ մախիշո, մախուսո, mən բուրժը մոյի կերուի, մե շորմենը ուշի передатчик բոլխարան, դմա О чем говорить? Резон нам журам 102,3, 104,5, ниже резон. 104,5 да руш понихота, денил да резон, нам сразу на усамна, усас мотор леу, юшостер, леу стоит оскусена. На хотел даже народ, на передатчике понихота, нас буржертенки народ. Я думаю, что этот вопрос до того, как будет приобретен передатчик, мы сейчас ни к чему не придем. Կոմիտեը բունֆատկդիկ կակ ֆարս կամպանի միգաֆունը լակկատալվոր սվզարգը անարազինատ։ Elbortalan banısan kutamageske abanin ta qastxus цифарса тесте удунил кустауса комитета фалгатте. То, что касается мегафона. Оператор, который монополист на нашем рынке по сотовой связи, очень много нареканий со стороны жителей республики. Наш комитет переписывается с руководством Мегафона, и буквально 13-14 января они прислали письмо такого содержания, что в первом квартале 2020 года они разработают несколько тарифных планов, где не будет в обязательном порядке включен интернет, и цены будут тоже соответственно приемлемые. Насколько письмо, которое мне переслано, реально будет исполнено? Президент встречался с руководством Мегафона, и они нам еще передают 26% акций. То есть у нас скоро будет 51 контрольный пакет акций, 51%. И мы к этому сейчас готовимся. И буквально через неделю мы встречаемся, опять президент нас собирает по этому вопросу, и поручил он нам разработать тарифы на более низким ценам. Получается, мы над этим работаем сейчас, и через неделю, примерно уже через неделю у нас будет встреча с президентом, предоставим информацию. Вот к этому времени, наверное, будет прием передачи вот этих акций, и контрольный пакет будет у нас, и мы будем уже полностью проверять. То есть наш голос, один голос будет больше, чем у российских продавцов. С учетом того, что 51% акций предполагается, что будет у государства, я думаю, что и связь будет уже мы будем контролировать контрольный пакет. Но я бы хотел предостеречь вас, в частности комитет, с учетом того, что мы не смогли наладить работу радио, сможем ли мы наладить работу Мегафона сами? Я бы хотел вот этот вопрос, чтобы в обязательном порядке вами был учтен. Чтобы не получилось так, что мы все, вот сейчас говорим мегафон, так. А потом, чтобы не говорили
комитет по связи, что-то они не дорабатывают, не делают, этого нет, того нет. Сейчас эта ситуация ключевая. Если на самом деле вот это произойдет, это будет определенная революция у нас в республике. Я бы хотел, чтобы подход ваш тоже был соответствующий. Նվսվարանիս կոմիտետը կոստեցդուը ֆորստել զրդավդ ուդուն վոխսրաստա ջսկուցոք հերցածստուը մայ։ Կուզունամ անարկացայսա մնկալ մակասեն սադամ ամասեն դումդա ու կտագուն զոպրատն։